ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В Ухтинском филиале общественной приемной главы Коми прошла горячая телефонная линия с главврачом городской поликлиники Антониной Пешковой и ее замом Натальей Дмитрук. Темы актуальные. Первое – порядок получения результатов флюорографии. В последнее время в Ухте все больше мнений. Проблема пройти эти обследования и получить справку. Оказывается, все просто. Пришел к терапевту, получил направление, забрал ответ у врача. Если это профосмотр, пришел с направлением от компании, прошел проверку, результат пришлют на работу. Это работает в том случае, если вы проходите медкомиссию полностью в поликлинике или у добросовестного частника. Правда, не все они такие честные. Есть те, кто получает деньги от работодателя, а предоставить услугу в полном объеме не могут. В итоге отправляют людей в поликлинику. Да-да-да, клиника, нарушая лицензионные требования, не имеет договора на флюорообследование и отправляет вас вот в эти мытарства. Я просто хочу сказать, что на сегодняшний день вот эта проблема, которая возникла в Ухте, мы обратились. У меня, в Росздравнадзор было написано письмо еще в декабре месяце. Я не буду озвучивать клинику, которая проводит неправильно вот эти вот осмотры, не имеет договора на проведение флюорографического обследования. В течение месяца была проведена проверка, и дело передано на сегодняшний день в суд для наказания. Вторая тема – получение рецептов на лекарства. Тут в теории все еще проще. Взял талон к врачу и вперед за разрешением на приобретение препарата. Эта схема не меняется уже с 2012 года. Жаль только, что определенного перечня, на покупку чего требуется справка, нет. Это зависит от производителя. Грубо говоря, захотел, написал, что только по рецепту и все. Топать вам в регистратуру за талончиком. Рецепта не существует. Каждый производитель на своей упаковке рекомендует так или иначе отпустить препарат. Поэтому, если мы касаемся некоторого ряда препаратов, которые подлежат отпуску обязательно по рецептам, врач обязан вам выписать рецепт по международному непатентованному наименованию. Также несколько звонивших спрашивали о льготном получении медикаментов. К примеру, тест полосок глюкометром. Их, как оказалось, можно получить только с разрешением медицинской коллегии. Или прибегнуть к другим вариантам измерения глюкозы. Например, прогуляться все в ту же поликлинику. Валентина Николаевна, во-первых, вы можете 720 раз в год провести исследование уровня глюкозы на базе нашей поликлиники на современнейшем оборудовании, которое с точностью до второго знака после запятой покажет уровень глюкозы крови. И на сегодняшний день в целом ситуация с тест-полосками по республике Коми несколько ограничена, поскольку большая часть все-таки нацелена на лабораторные методы исследования. Это современно, это актуально. Были звонки с просьбой помочь в каких-то частных случаях, например, врач не выписал препарат. Такие темы решено взять на контроль уже не в рамках этой горячей линии, а просто как обращение в общественную приемную. Соответственно, помогать решать проблему будут уже здесь. Так что, если у вас были такие проблемы, можете обратиться по телефону, который вы видите на экране.